Добрый вечер. В эфире региональные вести, в студии Лариса Шамаева. В начале о главных темах. Причин для роста цен нет. Они на минус 5% дешевле отпускают в месяц Рамадан продукцию. В республике прошли рейдовые мероприятия в целях стабилизации цен на продовольственные товары. Подробности смотрите в нашем выпуске. Шаг в будущее для юных защитников Отечества. Они валются в доблестные ряды сотрудников органов внутренних дел. Сегодня в Грозненском Суворовском училище прошел день открытых дверей. Сохранение и развитие языковой культуры. В столице прошел очередной этап республиканского конкурса «Знаток чеченского языка». В правительстве состоялось заседание во главе с премьер-министром Магомедом Даудовым. Докладчиками в лице руководителей министерств и ведомств было представлено на рассмотрение 45 вопросов. Инициативы и предложения затрагивали различные сферы жизнедеятельности субъекта. Они касаются изменения категории сельскохозяйственных земель на земли промышленности и иного специального назначения, о порядке принятия на учет предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма из Государственного жилищного фонда региона, о республиканских стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 и многое другое. Текущий вопрос финансовый, если был без ходовшту, наксен на остальшего юж мстихоллая о эльче о мехтас дедресл сонамзан хас эльч чخدير دلهم مثلا ده حلقة ملوثية شوية جود ده الموضوع خز إما بيركتو شوي أومنا وماكنا ودرجة ومكدن على يحكي يشودوش ده لعدك بوا بنقش على خز دعدان شل عدول سن سويش يعني حور النقلات دكت أيوش ده أنا شو شق نية تقوى ده الموضوع. Месяц Рамадан – это время милосердия, доброты и помощи тем, кто в ней нуждается. В рамках благотворительной акции малоимущие и остронуждающиеся семьи получили финансовую помощь от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Такие акции регулярны, а в священный месяц такая поддержка приобретает еще большее значение. Слово Валентина Гусевская. Масштабная благотворительная акция прошла в священный месяц Рамадан. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова раздал 121 миллион 190 тысяч рублей. Материальную поддержку получили жители из многих районов Чеченской Республики. مرحبا تعوين مخار مرحبا تعلوش تلساغ قيدا يلشلش خينش كاتشول دزل يحر سودوش دو ديل إلشنا صلى الله عليه وسلم مرحبا تعلوش تلساغ شين نقد يزاء الله رزق سيلا والش الله دالا ويميخ دي رمزان الحاجي اشت ايماني حاجي ويميخ نان ايماني حاجي دال قبول ساعدو نية مدو. Поддержку оказали малоимущим и остро нуждающимся семьям. За нее жители искренне благодарили руководителя фонда Аймани Несиевну и главу региона Рамзана Кадырова. دايتي هر أحمد حاجة أرثل شوان دير دايتين أخشان ساعة دقون. الله دا قبل ساعة دول أحمد حاجة سيقة توش أيماني رمزان موكش مارش ليلوش هر أشتا إيمانا ساعة يقدو خشتات دير ريس خلشون ويبخنش كنش إيراء دا قبل ساعة دول القار دا قبل ساعة دول القار بيزن دير سان مسان دير وين دعبخنش ديوزرش دير خدا قاعد أحكي تكون هردا عيتن دار قبل ساعة دول مخدين رمزان دير تون ديوزل دير تونان أيمانين دير دار قبل ساعة دول دار ساعة دول قطر خز اشت ساعة دوت سار وين غلق دو ديل ريز خليل امانو فونديرا اتس وي باتشح فونديرا خز نيخسن ترقو يو خز عنالدو ديل قخي تنبق بو اشت وين اخيلر
Değil reis hilayılsan, masan dal sağ doyl qçunahar, vezin değil, vok değil. دال ساغ دويل دال غلو أتشما دير أحمد هاجي غازوخ دال قوبل دويل رمزانا أيمانينا مسير تيرتين أهلونشنا دين بولشان بلشان مسان تير دال ساغ دويلر أحمد هاجي دابل دال غازوخ قوبل دويل تن بيتسعشي شوخنيو بيركة تين تن داليل شدو سويس غلوش دال هر شينيق دقيقة تحيي ما إيشويل قتن ألا دال قوبل دويل هو مخلي مرحبتون هر دوق ساغادو قنيسان غودو هر دو تو اشتقيت هاتسومان غودو دا آلوت ألا دا قوبل ساغادو الخير دال دقمل احتمان دير دال ساغادو دال ريسل ايمانينا آمد عجي فون دير بأيتن دسنش دال إيمان بيرك دويل. В священные дни помощь ценится особенно высоко. Благотворительная организация протягивает руку помощи тому, кто так нуждается в ней. Без повода и бюрократии деньги передавали в конвертах. أحمد حاجنتير رمزان حاجنتير أيمانتير مسانتير دال قبل ساق دول وشلوش لو ساق وي أوكرانيا بولك أنتي مكشي ماشي وزن ديل وقن ديل دال تبيرز بولي شوقز. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказывает помощь жителям на постоянной основе, будь то необходимые денежные средства или продукты. С такой поддержкой жители всегда уверены в завтрашнем дне. Валентина Гусевская, Сайтели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. На Харьковском направлении батальон Ваха легендарного спецназа Ахмат Искад-607 «Горец» успешно провели операцию по разоружению противника. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. В ходе воздушной разведки дронами были выявлены стартовые позиции вражеских БПЛА и склад боеприпасов. Координаты были переданы артиллеристам 900-го полка специального назначения, что привело к точному попаданию и уничтожению вражеских позиций. В региональном филиале Фонда «Защитник Отечества» состоялось вручение автомобилей ветеранам специальной военной операции. Их передали 4 бойцам с тяжелыми ранениями. Автомарка «Лада» оборудована ручным управлением. Кроме того, сотрудники ДОСААФ предоставят бесплатное обучение вождению транспортом. Собравшиеся совершили общее дуа в память о погибших бойцах. Затем на автомобилях проехали автопробег по улицам Грозного. Государство уделяет особое внимание поддержке наших героев. Глава региона Героя России Рамзан Ахматович оказывает всестороннюю помощь участникам СВО, ветеранам и их семьям. Фонд «Защитники Отечества» предоставляет комплексную помощь ветеранам специальной военной операции и их близким. Мы адаптируем жилье под их нужды, предоставляем современные протезы, организуем реабилитацию, обучение и содействие трудоустройству. Наша цель – помочь ветеранам успешно интегрироваться в общество, создать условия для их реализации, воспитания детей и достойной жизни на благо Родине. В священный месяц Рамадан, когда спрос на продукты питания традиционно возрастает, контроль за ценами становится особенно важным. Чтобы не допустить необоснованного роста цен, по поручению главы региона в республике прошли рейдовые мероприятия. О результатах проверки и мерах, которые принимаются для защиты прав потребителей в этот важный для всех период, расскажет Турпалали Тайсумов. После поручения данного главой республики Рамзаном Кадыровым о принятии исчерпывающих мер по недопущению необоснованного роста цен на потребительские товары, наша съемочная группа вместе с Министерством сельского хозяйства субъекта отправилась к самим производителям, чтобы узнать о состоянии ценообразования. В Аргунском мясокомбинате производство мясных изделий поставлено на поток, но оказалось, что прайс с расценками продукции у них не меняется еще с лета прошлого года. Основным поставщиком мяса являются фермеры и частники нашей республики. Преимущественно более 90% закупаем у населения и у фермеров. Мы строим свою деятельность по реализации продукции, руководствуясь прайсом, составленным на 1 июня 2024 года. В целом, да и в частности по позициям, с того периода мы цены не добавляли.
Далее мы побывали на территории группы компании «Лидер». Они включают несколько цехов и ферм, где производят молочную, кондитерскую продукцию, детское питание, консервные изделия, воду и напитки. Касаемо цен, здесь их не просто не повышают. Наоборот, в честь приближающегося праздника месяца Рамадан установлены скидки на весь ассортимент. Обход цехов и ознакомление с документацией показал, что стоимость продукции действительно не увеличивается производителем, а качество настолько высокое, что товары даже побеждали на различных всероссийских выставках. В данное время это предприятие, мы даже смотрели прайс-листы, они на минус 5% дешевле отпускают в месяц Рамадан продукцию, так как эта продукция действительно покупаемая нашим населением. Рабочие трудятся с соблюдением чистоты и порядка. Готовую продукцию помещают в вакуумную упаковку. В помещении низкая температура, это позволяет сохранить товар свежим. Проблема повышения цен в том, что оптовики, закупая товары, к примеру, у данных поставщиков, сами устанавливают конечную цену. До потребителя она доходит завышенной, если дело касается недобросовестных продавцов, которые наживаются во времена праздников. Поэтому региональные власти призывают компетентные органы следить именно за сетевыми магазинами и рынками, которые позволяют себе устраивать такую, мягко говоря, несправедливость. Продукция должна быть доступной каждому в любое время. Торпал, Алита Исумов, Алисхан Кацулов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Кроме того, в столице субъекта также состоялись рейды по контролю цен на продовольственные товары. В рамках исполнения поручений руководителя региона специалисты Грозненской мэрии совместно с сотрудниками УМВД и префектурами районов провели разъяснительные работы среди предпринимателей о недопустимости необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания. Всем коммерческим структурам вручены официальные уведомления об административной ответственности за завышение. При выявлении фактов искусственного роста к нарушителям будут применены меры согласно статьям Административного кодекса или же штраф до 100 тысяч рублей. Сегодня в Суворовском военном училище состоялся день открытых дверей. Будущие курсанты смогли познакомиться с историей училища и его традициями, а также узнать о современных программах обучения в условиях поступления. О кузнице будущих защитников Отечества расскажет Валентина Гусевская. Юные, амбициозные, с желанием стать истинными защитниками Родины. В Грозненском Суворовском училище МВД имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова прошел день открытых дверей для восьмиклассников из всех школ Грозного. Сначала гостям показали фильм об училище и рассказали краткую информацию. Целью деятельности училища является подготовка выпускников училища для поступления в образовательные организации высшего образования Министерства внутренних дел России, по окончании которых им будут присвоены звания лейтенантов, и они вольются в доблестные ряды сотрудников органов внутренних дел, которые обеспечивают покой и защиту наших граждан от преступных и противоправных посягательств. Школьникам провели экскурсию по всем учебным классам. Они пообщались с учителями и посмотрели на процесс обучения. Назир Ахмедов не понаслышке знал об учебном заведении и с удовольствием посетил его. Школьник хочет пойти по стопам старшего брата, который уже учится в училище. Ну, отец очень хотел, брат тоже здесь учится сейчас. Поэтому по семейному мы тут с братьями хотели сюда пойти. В Суворовское училище могут поступить молодые люди после 8 класса. Здесь программа рассчитана на 3 года. Воспитанники также сдают государственные экзамены ОГЭ и ЕГЭ. Наши педагоги являются заслуженными учителями Чеченской Республики, входят в экспертный состав по приему государственной итоговой аттестации, где они участвуют в комиссиях апелляционных, конфликтных и экзаменационных комиссиях на этапе государственной итоговой аттестации в республике. Выпускники училища пользуются преимуществом среди прочих равных, если они поступают в высшее учебное заведение МВД России. В отличие от школы еще проходят дополнительную общеразвивающую программу, которая предусматривает их довузовскую подготовку для поступления в высшее учебное заведение МВД России уже в качестве будущих командиров курсантских взводов. Юным гостям также показали столовую. Здесь всех обеспечивают полноценным пятиразовым питанием. Суворовцы находятся в училище круглосуточно с проживанием в казарме, по которой также провели экскурсию. Что можно отметить, в общежитии в дневное время почти нет суворовцев, а все потому, что в расписании дня выделено достаточно времени для уроков, занятий спортом и военной подготовки. До обеда воспитанники на учебе, после время для домашнего задания и спортивные секции. Всего в учебно-патриотическом заведении обучается 160 суворовцев, однако желающих поступить всегда больше. У меня брат здесь учился, он окончил уже, учится. Я по его стопам пошел. Тяжело в учении, легко в бою.
за целые 3 года. Я режим поменял. Ну, вот к спорту привык. Начал больше бегать, начал больше заниматься. Как раньше к учебе не мог привыкнуть. Сейчас утром могу встать спокойно, пойти пробежку сделать. После того, как отучусь, хочу поступить в вуз, Уфимский юридический. Физической подготовке здесь уделяют особое внимание. В спорткомплексе суворовцы занимаются самыми разными видами спорта – футбол, борьба, бокс и многое другое. Каждый найдет занятие по интересам. Когда у детей проходит на первом курсе курс молодого бойца, дети сразу ознакомляются со спортивным комплексом и начинают активно принимать участие в спортивно-оздоровительной жизни училища. Ежегодно на территории вузов МВД проходят военно-спортивные сборы «Наследники Победы», где принимают участие Суворовское военное училище, кадетские корпуса и соревнуются между собой. Соревнования бывают различные, начиная от интеллектуальных викторин, творческое направление, а также спортивно-оздоровительного направления. По итогу Дня открытых дверей многие школьники серьезно задумались о поступлении. После того, как я сюда пришел, я захотел сюда поступить, потому что это очень хорошее место и обеспечит мое будущее. Чтобы поступить в Суворовское училище Грозного, в этом году необходимо обратиться в отдел полиции по месту жительства и написать заявление до 1 апреля. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Сайцели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. Гудермесский и Веденский районы стали победителями всероссийского конкурса, продемонстрировав высокий уровень творчества и инициативы создания комфортных пространств для жителей и гостей. Церемония награждения победителей первого всероссийского конкурса «Лучшие въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» состоялась в Москве. В этом году на конкурс было подано 536 заявок из 73 субъектов Российской Федерации. Участие в мероприятии приняли представители муниципальных образований, эксперты и производители, которые презентовали лучшие практики решения по созданию въездных стел и входных групп. Голосование проходило с октября по декабрь 2024 года. В нем приняли участие более 2 миллионов граждан. Сегодня на данном форуме 2 района заняли призовые места. Я хочу поблагодарить главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за то, что он дает нам такую возможность. Даже такой район, как Веденский, отдаленный от центра, имеет возможность участвовать на федеральных конкурсах и заявлять о себе. Двухдневный семинар «Семья. Основа реабилитации ребенка. Современные аспекты реабилитации детей с нарушением слуха» состоялся в стенах Республиканской детской клинической больницы имени Глинки. Организовано мероприятие региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», общественная организация «Я слышу мир» совместно с Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом уха, горла, носа и речи Минздрава Российской Федерации. Ведущие специалисты России встретились с родителями, республиканскими специалистами, логопедами и сурдологами. Обсудили современные методы коррекции нарушения слуха у детей, основные этапы их реабилитации после кохлеарной имплантации, пути совершенствования помощи на основе научно-клинических подходов. Юных пациентов осмотрели врачи, проконсультировали родители, были составлены планы лечения. С Грозным и с Чеченской Республикой сложились очень теплые отношения, потому что здесь удивительный коллектив детской республиканской больницы. Установились очень прочные контакты с Минздравом. У нас подписан трехсторонний договор между нашей организацией ЛОРНИИ и Минздравом. И в рамках этого договора мы работаем по образовательным программам, идут вебинары, и мы встречаемся с вашими коллегами, приглашаем их на мероприятия, стараемся их привести к нам, оказать и помощь в этом. И, естественно, образовательные курсы для вашего сурдолога, которые вы подготовили. По сравнению с прошлым приездом у вас огромные сдвиги в диагностической базе. Появилось диагностическое оборудование очень хорошее. Идет ранняя диагностика нарушений детей с нарушением слуха. Язык – это не просто средство общения, это душа народа, его история и культура. В регионе проходит конкурс знатоков чеченского языка, который объединил самых талантливых и увлеченных участников. Он не только укрепляет интерес к родному языку, это также важный шаг в сохранении культурного наследия для будущих поколений. Линда Жамалдинова подробнее.
Конкурс «Знаток чеченского языка» проводится уже 3 года по инициативе главы Чеченской Республики. Основной целью данного мероприятия является развитие интереса к изучению родного языка, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, а также привлечение внимания к значимости чеченского языка. Муниципальный этап конкурса состоялся 25 февраля 2025 года, одновременно в каждом районе и городском округе республики, а также в учреждениях среднего и высшего образования. В нем приняли участие 1614 человек. Медицинский колледж حلقة مهتك طولا بخدق وخدا المولى سين حوش بالحي خرخوي إيش نخشى ما تقارجير نخشى ما تخش ديك حي خرخوي بو В первом республиканском этапе участвует 51 победитель муниципальных отборов. Во втором туре, который пройдет 17 апреля, будут состязаться призеры текущего конкурса. В финале 9 лучших из всех 3 категорий участников поборются за звание лучшего знатока чеченского языка в устном формате. Студенты вузов, колледжа, а также учащиеся с 8 по 11 классы рассажены по разным аудиториям, и они уже приступили к выполнению заданий. Министр образования Чеченской Республики лично раскрыл задания участников конкурса и в своем напутственном слове для студентов и школьников отметил важность сохранения и развития родного языка как неотъемлемой части культурного наследия народа. سنة نخشى متى قاتشنت بالالارم تنسي اليوم متى يخا بيزر بوز بيزر تشوشين دير مسليت ديك خلقنا قومنا خلق بالقلدوقش تخيك هربيلش بيدن. Организатором данного конкурса выступил Институт чеченского языка Министерства образования и науки Чеченской Республики в целях вдохновить молодежь на изучение своего языка и культуры, а также открыть новые горизонты для самовыражения. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. На главной площади Грозного состоялся пленэр «Рамадан Мубарак». Это термин, обозначающий живописную технику изображения объектов при естественном свете в естественных условиях. На мероприятии, организованном Министерством туризма Чеченской Республики, собрались учащиеся художественных школ, студенты вузов, профессиональные мастера полотна и просто любители искусства, чтобы продемонстрировать свои творческие способности. Пленэр прошел в атмосфере вдохновения и единения, собрав участников из разных уголков республики. По итогу мероприятия состоится конкурс, где будут определены лучшие работы. Победители получат дипломы и ценные подарки. Мы собрались для того, чтобы в этот священный месяц передать дух Рамадана, так сказать, и дать возможность нашим художникам передать красоту нашего города в этот священный период для нас. И также чтобы люди увидели всю красоту и значимость этого месяца для нашего народа. Таким был день. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.